Данный видеоролик не преследует цели задеть или оскорбить чьи-либо чувства. Ролик был создан исключительно в образовательных и познавательных целях. Берегите себя. Мы много раз говорили и показывали зрителям канала Бакуа попытки соседних народов присвоить себе чеченскую историю, культуру и тому подобное. Сегодня речь пойдет о хуалхаскуй, папаха, головной убор чеченцев и то, как ингуши под влиянием осетин начали носить осетинские папахи. Расскажу одну короткую историю. Эту историю рассказал нам один наш зритель. Однажды в 90-х годах на митинге ингуши увидели человека в папахе, а остальные находящиеся там ингуши начали его упрекать тем, что он носит чеченский головной убор, при этом сами они, подавляющее большинство, тогда были в шляпах. В Чечне папахи делали весьма высокими и расширенными сверху. Над бархатным или суконным донышком выступал околыш высотой 19 см и выше. Такой покрой отличал чеченские папахи от головных уборов соседних народов. Даже у близких к чеченцам ингушей папахи ниже, ученые связывают это с осетинским влиянием. К слову, у казаков тоже распространена именно укороченная папаха, так называемая кубанка. Высокую папаху носить было сложнее, что вырабатывало у горцев ровную, гордую осанку. В книге «Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института археологии» сообщается о сходстве осетинских и ингушских петроглифов на башнях. Я рискну предположить, что эти петроглифы ингуши начали рисовать под влиянием осетин. Там же говорится, что в Чечне было много петроглифов на башнях, в отличие от ингушских башен, которые ингуши начали возводить для престижа, а не для самообороны, начиная с конца 17 века. Этим и объясняется, почему в Чечне есть петроглифы, а в Ингушетии минимум. А для тех, кто хочет поддержать нас, оформите спонсорство на наш канал. Взамен вам предлагается фирменный значок рядом с именем и некоторые эмодзи в виде национальных героев чеченского народа. Всем огромное спасибо за вашу помощь и поддержку. Пусть Всевышний вернет вам многократно.